Это «Все на матч». Мы продолжаем наш прямой эфир. Маша Командный и Павел Занозин по-прежнему вместе с вами. Ну и говорим мы о футболе и о чемпионате мира, потому что на этой неделе сразу два важных события, связанных с проведением Мундиаля. Нас ждут, во-первых, 600 дней до его старта, и, во-вторых, выборы талисмана, окончательные и бесповоротные. И у нас в гостях Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан и посол города-организатора чемпионата мира 2018 года Казани. Кстати, обращаю ваше внимание, что у нас в студии сразу два посла, потому что Павел представляет Нижний Новгород. Эльмира, как посол послу, скажите, пожалуйста, насколько готова Казань уже сейчас к проведению чемпионата мира и, что важно, Кубка Конфедерации, потому что там же за год до чемпионата мира будут матчи другого важного турнира. Ну, во-первых, для меня большая честь быть послом чемпионата мира по футболу. И могу сказать, что Казань готова практически на 100%. Тому доказательство, что у нас проходили такие международные мероприятия, как Универсиада 2013, чемпионат мира по водным видам спорта. И Казань-арена является первым стадионом, который был построен для чемпионата мира по футболу 2018. Наконец на нем футбол играют, потому что очень много же не могли, и вот переложили газон, и теперь вроде бы все в порядке, потому что Рубин уже с крыльями домашняя Советов сыграл. площадка наша. Расскажите, как часто вы сами бываете на стадионе и следили вы сами пристально за тем, как там проходили работы? Да, мне довелось видеть, как проходит стройка, масштабнейшая стройка, которая в кратчайшие сроки была проделана. И там как раз-таки было открытие универсиады. И когда уже положили газон, мне посчастливилось петь оду Рубину. Это в прошлом году было, соответственно. Да. И могу сказать, что атмосфера там просто непередаваемая. И, конечно же, когда болельщики все сплочаются в одной энергии к любви к футболу, непередаваемое ощущение. Поэтому Казань, я считаю, один из первых городов, который действительно готов принять такое масштабное событие в жизни России. И очень почетно, конечно. Эльмира, вот на мой скромный взгляд, Казань один из самых красивых городов нашей страны. Спасибо. Тем туристам, которые планируют посетить Казань и во время Кубка Конфедерации, и во время чемпионата мира, какие достопримечательности вы бы посоветовали посмотреть? Ну, во-первых, конечно же, наш красивый Кремль. Это мечеть Кул-Шариф. Это собор, который находится рядышком с Кул-Шарифом. Это город Свияжск. Это древние Булгары. Да, можно практически в каждом уголке Казани найти свое место по душе. У нас будут проходить флешмобы, как раз в поддержку чемпионата мира по футболу. И будет организовано это на площади рядом с талисманом нашего города. Это большой казан. Мне хочется про Нижний Новгород сразу что-нибудь рассказать, но поскольку я сегодня дома, а не в гостях, да, то рассказывать будет больше, конечно же, Эльмира. А вот что касается талисманов, да, я уже проголосовала. Казани — это Казан. Талисман чемпионата мира пока не выбран. За кого вы проголосовали из этих трех прекрасных зверей? Я за волчонка. За волчонка. Вот, да. Кстати, про волчонка я много слышу, что он самый популярный. На самом деле я пока не определился, хотя мне тоже волчонок нравится чуть больше остальных. Он такой озорной очень, да? Он озорной, и он не банальный, потому что тигр... Да, это, конечно, безусловно, сильный хищник, но волчонок, он какой-то, мне кажется, он по духу России ближе. Ну вот у нас был волк из «Ну, погоди», прекрасный. Был волк из мультика «Ты заходи, если что». И теперь будет волчонок символ чемпионата мира. Мне кажется, что он фаворит. Маш, как думаешь? Честно говоря, я пока не голосовала, но я еще успею до 21 октября оставить свой голос на официальном сайте. И, честно говоря, я буду голосовать тоже за волчонка, потому что его образ мне нравится больше всего. И вот об этом сейчас и хочется поговорить. Дело в том, что очень интересно узнать как раз о тех людях, которые придумывали талисманы чемпионата мира, возможные талисманы. А создатели одного из них, как раз волчонка, и расскажет Антон Миронов. Создательницу «Волка» Екатерину Бочарову мы встретили на прогулке в центре Томска. Каждый день после занятий в университете девушка гуляет со своей собакой по кличке Тайсон. Новые идеи на свежем воздухе приходят легче, да и питомец рад уличным приключениям. Для начала Екатерина решила, что ее вариант талисмана непременно должен быть родом из советских мультфильмов. Ну, я очень любила смотреть в детстве эти мультики, можно сказать, я выросла на них. И тогда уже для себя поняла, что мне интересно будет рисовать именно мультяшных персонажей. Персонажей, как известно, тысячи. Зайцы, тигры, лисички и коты, даже буйволы. Но все это казалось либо не очень родным, либо не очень футбольным. Сотни эскизов карандашом, вместо конспектов толстая тетрадь с рисунками. А после занятий – прогулки с Тайсоном. Волк был лишь одним из нескольких, но за него просило очень мощное лобби.
И вот выбор сделан и обведен карандашом. Катя отправила эскиз в Москву. До итогов голосования осталось совсем немного времени, но девушка почти не волнуется. Те, кто вырос на советских мультфильмах, знают, что бывают и добродушные крокодилы, и невероятно забавные волки. Следите, может быть, за итогами? Слежу, но как-то не переживаю. Что будет, то будет. Ее домашний родственник волка по характеру идеальный талисман. Таким же она видит и волка футбольного. Тайсон готов круглосуточно бегать, прыгать и играть с мячом. А уж более добродушной собаки и не найдешь. Каждому спортивному мероприятию нужен свой позитивный талисман. И лучше всего живой прототип, как вот этот пес Тайсон. Самое главное, он любит футбол и всегда на позитиве. Побежали, Тайсон! Антон Миронов, Иван Бельский, Томск. Все на матч. Эльмира, ведь именно в Казани пройдет жеребьевка Кубка Конфедерации. Вы как-то будете задействованы на этом мероприятии? Да, мне посчастливится выступать на открытии этого грандиозного мероприятия. Я буду там петь. Ну, если там планы пока не поменялись на данный момент. И это будет 25-26 ноября. Поэтому всех приглашаем в Казань на грандиозное открытие. И, правда, 3 таких знаковых события: чемпионат мира по футболу, Кубок Конфедерации и жеребьевка будут у нас проходить в Казани. Мне очень почетно, я очень горда. У нас недавно перед матчем «Спартак-Ростов» в эфире был Митя Фомин на стадионе открытия арены. Он сказал, что на стадионе петь тяжело, потому что он слишком большой для этого. Но вот вам на Казань-арене как поется? И насколько чувствуешь энергию, которая идет от трибуны, от людей, которые сидят там? Правда, петь непросто, потому что звук гуляет, и без хорошего технического оснащения это сделать тяжеловато. Но у нас же хорошие специалисты, поэтому мне было легко. Могу сказать, что болельщики, которые были на трибунах, они очень помогали, они все пели. Представляете, 45 тысяч человек. Ну, пусть будет даже половина из них болельщики Рубина, и все вместе с тобой поют оду. Это просто непередаваемое ощущение. Эльмира, но это ода Рубину. А есть какая-то ода вашему городу, где пройдут матчи чемпионата мира? Ну, во-первых, это наш гимн Татарстана. А во-вторых, да, есть песня «Верю в тебя, Казань», которую написал мой друг Эльмир Низамов, композитор. И частенько я пою эту песню. А мы можем ее сейчас услышать в прямом эфире телеканала Матч ТВ? Конечно. На татарском. Давайте. Мина шанам сиңа, серле Казан, мина шанам сиңа, алтыным, мини Казанға бире алсам иде, йөрәгемнең ярсу ялкынын. Потрясающе. Браво. Совершенно. Спасибо. Чему я всегда очень сильно завидую, потому что люди умеют потрясающе петь. Эльмира, у вас великолепный голос. Спасибо огромное. У нас есть в Нижнем Новгороде песня, которая называется «Город стоит так похожий на светлый сон». Нижний Новгород называется он. Я ее петь Паш, не смогу, только не пой. но она хорошая. Спасибо огромное, Эльмира, что пришли сегодня к нам в студию. Я напоминаю, Спасибо. что у нас в гостях была Эльмира Калимуллина, посол города-организатора чемпионата мира 2018 года, города Казани. Ну и до пятницы выбираем талисманов. Не забывайте, можно еще успеть проголосовать за волчонка, тигренка или котенка на официальном сайте. И в пятницу мы узнаем вечером результаты, кто же будет официальным талисманом чемпионата мира по футболу в России. Маша Командный, Павел Занозин были вместе с вами. Счастливо, не скучайте. Пока. До свидания.